этот участок действительно принадлежит некому Арчакову. Сейчас он собирается строить здесь закрытую платную парковку, основываясь на свою договоренность с местной администрацией. Бытие определяет сознанием, но как быть с обстоятельствами? Где компромисс между законом, договором купли-продажи и здравым смыслом, разбиралась Индира Манкиева. Материнский капитал можно использовать для приобретения, покупки и строительства дачных домиков. Более 40 вопросов рассмотрели сегодня на очередном заседании Народного собрания Республики Ингушетия. В своем желании порадовать и даже удивить гостей ингушские хозяйки готовят самые разнообразные, изысканные блюда, многие из которых превращают их праздничный стол в настоящий кулинарный шедевр. Но чтобы создать такой шедевр, нужно изрядно постараться. Изысканность, изобилие, национальный колорит или европейские блюда. Что выбираете вы? Девушку надо первую пускать. Спасибо. Амина, подай. Какая красота. Надо красиво. Вот так от чистого сердца ребята из коррекционной школы селения Нижние Челуки одарили нашего корреспондента в преддверии Дня защиты детей. Если пропускаешь позорный гол, то это становится как-то стыдно перед людьми и перед своей командой. Республиканский турнир по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч» прошел в Назране. Расскажем о результатах. Добрый вечер, это новости 24. Была детская площадка «Да сплыла» вместе с объявившимся хозяином территории, на которой она располагалась. Интересно то, что земельный участок по логике придворовый, рядом стоит многоквартирный жилой дом. Ну а по факту частная собственность. Владелец намерен обустроить на этом месте парковку. По сути, это его право. Но как быть жителям и местной ребятне? В общем, история еще та. Индира Манкиева отправилась разбираться в Малгобек. С одной стороны, утверждение жителей, мол, детям же нужно, а с другой стороны, документ, подтверждающий этот участок, действительно принадлежит некому Арчакову. Сейчас он собирается строить здесь закрытую платную парковку, основываясь на свою договоренность с местной администрацией, которая была заключена еще в начале 2000-х годов. Стоит отметить, что тогда ситуация была нестабильная, и машины свои нужно было как-то охранять. Но сейчас в парковке никто не нуждается, потому что она как бы уже имеется. Но вот детская площадка полностью отсутствует. Ее и так не было, сейчас, как бы видите, что с ней стало вообще. История долгая и далекая. Теперь вопрос стал ребром, кто продал и кто купил. Это как раз тот самый случай, когда нынешняя администрация вынуждена отвечать за последствия необдуманных шагов предыдущей. Муниципальную землю, государство вы не можете продать, да, вы не можете. Вы можете сделать договор на 50 лет, на 100 лет, но он сегодня является хозяином этой территории. Хозяин, потому что он заставил эту территорию и сказал, это мое, как хотите, так и живите. Как людям, вот вы выглянули в окно, все, забор, это пока забор, а потом пип, гудки, звонки, крик, шум, гам, стоянка, машины. О людях не надо подумать. О том, какие неудобства он создает жителям Арчака, владелец этого земельного участка явно и не думал. Имеющаяся детская площадка и так была 60-х годов. Теперь их и ее лишили. Один единственный вопрос, который не сходит с уст жителей, как допустили. Я понимаю, если была бы площадка, дети игрались бы. А мы-то надеялись, что здесь будет. Вы же обещали, что будут и тренажеры, и детская площадка. А представители самой администрации утверждают, что никакую парковку здесь строить они не намереваются. И дело Арчакова, якобы хозяина земли, давно уже передано в прокуратуру. В 2015 году договор аренды есть у этого человека. Но сейчас прокуратура разбирается. Сколько количество, объем тротуары, дороги, сколько детских. Все определено. Сметная документация готова. В этом году, как я вам говорю, 4, 6, 8, 3 дома мы благоустроили. Возмущаются по поводу детской площадки, точнее теперь уже ее отсутствие, и сами дети. Это было единственное место, где они могли играть, а теперь и этого нет, сетует детвора. Починить поле хотя бы или сделать тут
площадку, а везде автостоянки, а тут еще. А все тут женщины, например, пожилые мужчины дышат же этим воздухом, они же могут зайти и подышать хорошим воздухом. Дети здесь собирались, играли, женщины вязали. А вдруг дети, которые, нечем им заняться, просто ходят тут и их машина сбивает. Они свое время могут потратить на площадку. В итоге получается, что и местные жители, и администрация на одной стороне борются с захватчиком. Но, как заверил мэр города, даже если они и проиграют судебное дело, детская площадка здесь все равно появится. Она уже заложена в плане, а найти для нее место также не составит никаких проблем. Индира Манкиева, Гапур Чахкиев, Новости 24. Будущее сильной России без крепкого мыслящего поколения просто невозможно. Для создания думающего и всесторонне развитого общества в условиях бешеного темпа ритма необходимо внедрение инновационных технологий в сфере образования. Именно это было обозначено в майских указах президента страны. Владимир Путин обязал правительство обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Ну а какой вклад внесет в эту идею Ингушетия, расскажет Залина Магушкова. Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года включает в себя 12 задач, обозначенных Владимиром Путиным для выполнения в сфере образования. Президент поручил Кабмину внедрить на уровнях дошкольного и школьного образования новые методы обучения, технологии, которые повысят мотивацию у детей и вовлеченность в образовательный процесс. Все эти интеллектуальные технологии в последнее время стали внедряться в нашей республике. Это обычный урок английского языка. Тема занятия – название цветов. Традиционные парты, за которыми, как правило, сидят дети, уткнувшись в тетради, теперь отодвинуты в сторону. Ребята воспринимают информацию в форме игры. Они полностью погружаются в языковую среду. Если ученики правильно выполняют задание, получают балл от учителя в форме смайлика. Но если кто-то из слушателей проронит хоть одно слово на, так скажем, постороннем языке, сразу лишается своего поощрения. Мы используем коммуникативный метод. Коммуникативный метод, если коротко сказать, то это когда ребенок находится в изучении английского языка без присутствия другого, второго, родного, ингушского, русского, неважно. Когда он полностью вливается в язык и находится в некой такой, пусть искусственной, но языковой среде. Таким образом, результат достигается быстрее. Изучение языков – это высокоинтеллектуальная нагрузка для мозга. По мнению ученых, люди, знающие больше одного языка, отодвигают потерю памяти на несколько лет за счет развития нейронных связей. Помимо уже традиционного английского языка, все чаще в нашем регионе стремятся освоить немецкий, французский и арабский. Не секрет, что детям языки даются легче, ведь чем мозг моложе, тем пластичнее. Амина Гадабуршева учится в 5 классе. Взялась за изучение арабского языка всего полгода назад. И за этот короткий промежуток времени освоила чтение. Главный учебник на столах – Коран. Девочка запросто может прочитать любой аят из священной книги. Сначала мы учили буквы и их формы, потом мы начинали понемногу читать, и сейчас мы читаем Коран. За созданием условий для раннего развития российских детей в возрасте до 3 лет следит лично президент страны. Он поручил сформировать программу психолого-педагогической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Впрочем, сами родители, как правило, эту задачу доверяют опытным специалистам в садах, школах и специальных образовательных центрах. В этих учреждениях в Ингушетии начала развиваться методика развития скорочтения и ментальная арифметика. -2. 67, 30, минус 33. Что получилось? 66. Такая арифметика, хоть и кажется сложной, однако ее могут освоить даже самые маленькие. На эти занятия ходят дети с 4-летнего возраста. Микаилу Хашагульгову всего 6 лет. Он пойдет в 1 класс лишь осенью. Но в отличие от своих сверстников, которые только знакомятся с цифрами, умеет вычислять в уме двузначные и даже трехзначные цифры. Делает это оперативно и абсолютно невозмутимо. 29, 60, минус 92. 7.
Так, давай посмотрим. Умничка. Наравне с ментальной арифметикой практикуется и методика межполушарного взаимодействия. Она осуществляется с помощью целого комплекса физических упражнений. К примеру, одной рукой в воздухе нужно рисовать единицу и одновременно другой рукой восьмерку. Это под силу не каждому взрослому. Это развитие быстрого мышления, внимания, памяти. Что касается быстрого мышления и логики, вот это самое, мне кажется, самое главное для ребенка. И это как бы фундамент на их будущую жизнь. Умение быстро принимать правильные и нужные решения. Вот у нас вот, когда второй уровень начинается по арифметике, дети должны применять формулы, причем они должны делать это очень быстро. В майских указах Путина также определена задача о создании эффективной системы выявления и поддержки юных талантов. Она должна быть основана на принципах справедливости, всеобщности и направлена на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Традиционный метод выявления талантов – это, конечно, конкурсы и олимпиады. Здесь недюжую активность проявляют и ингушские школьники. Амбиции этих детей порой даже удивляют. Гимназистка Лилия Цицкиева, к примеру, участвовала одновременно в олимпиадах по физике, экономике, химии, географии и в каждой из них постаралась проявить себя максимально. Чтобы защищать честь своей школы, я была готова участвовать во всех олимпиадах, которые я слышала, но не везде получилось. И тем не менее, рада, что у меня получились хорошие результаты по предметам, которые для меня очень важны. Например, физика у меня было первое место. Экономика тоже для меня очень неожиданно, тоже первое место. Ну и места призовые у меня были по географии, по русскому языку и также по химии. Но я на этом не закончила свой путь, я начала дальше участвовать в них, пошла в республиканский тур, там у меня были призовые места по географии и по русской литературе. Среди прочих задач в майских указах создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В документе не забыли и о преподавателях. В нем говорится о необходимости внедрения национальной системы профессионального роста педагогов, которая будет охватывать не менее 50% учителей, а также сформировать систему профессиональных конкурсов для того, чтобы предоставить гражданам возможности для профессионального и карьерного роста. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Более 40 вопросов рассмотрели сегодня на очередном заседании Народного собрания Республики. Депутаты дополнительно внесли в повестку 26 законодательных инициатив. На встрече говорили об изменениях в республиканском законе о мелиорации земель. А вот вопрос о внесении поправок в статью номер 3 закона о ветеринарии собравшиеся решили снять с повестки дня и оставить для дальнейшего рассмотрения. В рамках заседания также обсудили законопроект о расширении возможностей использования материнского капитала на строительство дачного дома, который уже был внесен в Госдуму. Суть инициативы в том, что расширяются варианты использования материнского капитала. А именно, в данном законопроекте заложена норма, что материнский капитал можно использовать для приобретения, покупки и строительства дачных домиков. Ну, это интересная тема, потому что мы знаем, она актуальна в данном случае, поэтому мы поддержали данную законодательную инициативу. К 300-летию образования полиции России мы продолжаем рассказывать о людях, которые делом своей жизни выбрали служение во благо общества. Ветеран органов внутренних дел Амирхан Плиев пошел по стопам своих предков. Быть военным у него было написано на роду. Он стоял у истоков создания МВД Ингушетии, МЧС и Горского кадетского корпуса. Жаридат Халухоева расскажет об этом подробно. «Долг превыше всего». Для Амирхана Плиева эти слова не просто девиз военного человека, а в какой-то мере смысл жизни. Ветеран Вооруженных сил России, полковник в отставке. За его плечами более 30 лет службы в органах внутренних дел. Пойдя по стопам легендарного деда, старшего поручика дикой дивизии Алисхана Плиева, он сам выбрал для себя такую судьбу. Иной он и не видел, да и не хотел. В 1961 году я был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Попал в город Севастополь, мысь Херсонес, казачья бухта, матрос. Отслужил там 3 года, испытал себя, поверил, что я могу стать офицером, иначе мне было дано такое указание – стать офицером, продолжателем деда.
По долгу службы его, как и многих военных, не раз перебрасывало с одного места на другое. Служил в Казахстане, в Москве, Челябинске, Свердловской области. В ноябре 1992 года он вернулся домой. Здесь и началась его активная деятельность. Его назначили начальником МВД Ингушетии. Создать эту структуру оказалось делом не из легких. Как признается Амирхан, сложнее всего давалось воспитание и обучение личного состава. В течение 7-8 месяцев мы укомплектовали МВД до положенного количества личного состава. Ну, сказать по правде, приходилось очень трудно. Не выезжал из Москвы, по сути дела. Все сидел там, набирал, решал вопросы личного состава, укомплектования. И одновременно надо было создавать материальную базу. Надо было машины, оружие, в общем, полное укомплектование. Он стоял у истоков создания не только МВД республики, но также не менее важных подразделений МЧС и Горского кадетского корпуса. Работа с последним была одним из лучших временем в его жизни, признается Плиев. Приложить руку к тому, чтобы воспитать защитников Отечества, для него оказалось так же важно, как и самому быть военным. Кадетский корпус я воспринял, что его создавать надо. И там будут учиться дети, будущие офицеры и так далее. Продолжатели, так будем говорить, нашей республики. Я этим рад был очень. Но когда я прибыл в Сурахи и увидел место, где надо создавать кадетский корпус, тогда я ахнул, конечно. Ничего еще не было. Старые запущенные 2-3 здания там стояло. А 1 сентября надо было детей уже... работу запустить надо было, кадетский корпус. Опять же, мне повезло. У меня были очень хорошие товарищи по работе. Начальником Горского кадетского корпуса Амирхан был недолго. 17 января 1998 года его перевели в Совет безопасности Ингушетии. В 2002 году он ушел в отставку. Его заслуги отмечены многочисленными орденами и медалями. Вот орден, боевой орден Красной Звезды. Это орден мне вручал лично Леонид Брежнев в Кремле в 1982 году. Это орден за заслуги. Это орден республики. Горжусь этим. Сегодня, даже уйдя в отставку, он продолжает свое правое дело – служение обществу и родине. Такой же путь для себя выбрали его дети и внуки. Жирайдат Холухоева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня отмечают День военного автомобилиста Вооруженных сил России. Надо сказать, что это профессиональный праздник не только военнослужащих автомобильных войск, но и всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством. День военного автомобилиста – это дань историческим традициям, заслугам военных автомобилистов в мирное и военное время, их огромному вкладу в повышение и укрепление оборонного потенциала России. Этот род войск входит в состав соединений, объединений тыла армии и флота. Деятельность военных автомобилистов связана с эвакуацией раненых, больных, а также имуществом, с доставкой материальных средств, перевозкой личного состава. Фарфор, богемское стекло, цветы, живые или из папье-маше, торт, желательно многоярусный. Когда речь заходит о столе кмархаш, ингушская хозяюшка готова на все. Покорить гостей с порога – главная цель, и в ее достижении хороши практически все средства. Кулинарии, декора, мебельного производства и так далее. Вопрос праздничного убранства и меню, конечно, субъективный, о вкусах никто не спорит. Здесь главное, чтобы хватило средств на осуществление задуманного. Кстати, Миннац в этом году даже объявил конкурс на лучший национальный стол. Рина Цычоева практиковалась. В своем желании порадовать и даже удивить гостей ингушские хозяйки готовят самые разнообразные, изысканные блюда, многие из которых превращают их праздничный стол в настоящий кулинарный шедевр. Если одни хозяйки не меняют традиционное меню, другие, наоборот, с каждым годом придумывают что-то новое и удивительное. Праздничный стол Розы Тагиевой всегда предмет восхищения. Здесь дело вовсе не в огромных потраченных суммах денег, экзотических фруктах, а в блюдах, которые Роза готовит с любовью. Предпочтение хозяйка отдает национальной кухне. Говорит, мясо с кукурузными галушками, халва и сладкий плов никого из года в год не оставляет равнодушными. До Мархаж еще много времени, но она уже тестирует праздничное меню. Бежен духдир. Так, ухфаша духам тугист. Борщ тухвай, аж борщ. Тухи, ахпилхи,
хохи, тухи, бурчи, цахпилхи туху. Основным блюдом на столе Розы на этот раз будет абигув. Его рецепт хозяйка придумала сама. Готовится он из мясного фарша с добавлением соли, перца и стаканов воды. А начинка состоит из зажарки, моркови и лука. Морковка ачувай. Так, кизик хакар закарта, кизик так его. Это хох отболбает сюда Рима. Так, сюда те бурчи, кизик тухтосвай. Так, и кизик мар корзит свой, ахнахмар корзит свой ирш. Хаялчи, да, духовка чвейда чотичи, тигичи, да, ху, юфтигиш. Мы заранее подготовили массу из фарша в виде ямочки для того, чтобы выложить начинку. Это блюдо подается холодным, поэтому не переживайте, что остынет. После того, как выложили зажарку, накрываем вторым слоем фарша и смело отправляем его в духовку. Блюдо готово, и самое время его украсить. И здесь опять не нужно больших затрат. Достаточно вареной свеклы, листьев салата и душистой петрушки. Это блюдо названием абигу наша героиня Роза Тангиева назвала не случайно. Именно в районе абигу принимали самые важные и главные решения, которые сыграли большую роль в становлении и развитии нашего региона. Помимо национальных блюд, Роза уделяет внимание и сервировке стола. Даже салфетки выбирают в цвете ингушского флага. Говоря об угощениях, на праздничном столе ингушские хозяйки скупают все с прилавок. В этот день многие не жалеют ни сил, ни времени, ни средств. Европейская кухня хачбош, блшнаха, царчана. Но опять же, зинеш салдук кудуатся, живая национальная, ахта ярянха, так каждый день аюж, мышти свои национальные сыскалы, кодер, квартал, хозахалч, национальные хозахат, что благодаря. По большей части я предпочитаю европейские блюда, но не обходится без наших национальных блюд тоже. Когда готовлю бирх, мясо вареное, то есть без этого не обойдется. И по большей части это мужчины и кушают. Молодежь предпочитает салаты, запеченные блюда. Ну и, конечно, все люди всех возрастов любят сладкую выпечку, торт и кондитерские изделия. Чтобы оценить труд ингушских хозяек по достоинству, Минац Ингушетии организовал конкурс на самый красивый праздничный стол. Требования у нас такие, значит, оформление стола должно быть в ингушском стиле, это обязательно, без всяких излишеств, желательно без всяких излишеств, это и желательно, чтобы блюда, которые ингушские, в конкурсе будут учитываться, как оформлено это блюдо в ингушском стиле. Это тут уже фантазия наших девушек, которые встречают молодых людей, каждый раз готовятся к этому празднику. И наших домохозяек она будет не ограничена. Подобные конкурсы – повод внести в праздничное меню национальные блюда. И вкусно, и недорого. Так или иначе меню разрабатывают сами хозяйки. И даже если в этот день кто-то недосолит или пересолит, скажите, что было вкусно. Ведь бессонные ночи и бесконечные походы в магазины были именно для вас, дорогие нам гости. Какими будут праздничные столы ингушских хозяек, узнаем на Мархаш. Рида Цичоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Это еще не все новости. Сразу после рекламы вы увидите. Расскажем о том, как готовятся ко Дню защиты детей в коррекционной школе селения Нижние Очелуки. Республиканский турнир по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч» прошел в Назране. Расскажем о результатах. Это
Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем. Проблемы и перспективы ингушской государственности сегодня обсуждали в научно-исследовательском институте имени Чаха Охриева. Там прошел научный семинар, приуроченный к 26-летию становления нашей республики. Участники представили 5 докладов на тему социально-экономического развития региона за минувшие 10 лет. Репортаж нашего корреспондента. На 1 января 2017 года численность населения в республике составила 480,5 тысяч человек. Из них 94% занимают ингуши. Численность населения и коэффициент смертности за прошедшие 10 лет. Какие факторы влияют на качество и уровень жизни населения? На эти вопросы в своем докладе попытался ответить старший научный сотрудник Ингушского НИИ Людмила Барахоева. Проведя тщательный анализ, на который ушло несколько месяцев, она отметила, что на повышение уровня жизни ингушского населения влияет количество употребляемых продуктов, таких как рыба, овощи и фрукты. Темой доклада стала одна из глав ее будущей диссертации. Тема моей диссертации докторской – анализ социально-экономического положения Республики Ингушетия. Тема меня заинтересовала тем, что сейчас мы знаем, продолжается финансовый кризис мировой, в условиях санкций находится Россия, и поэтому было интересно посмотреть, как это все происходит, как это отражается на конкретном регионе. Сама работа запланирована на 3 года. Пока я начала с теоретической части и с анализа состояния в регионе, а должна закончиться работа разработкой стратегии развития региона. Это будет 3 и 4 глава. Конкретные будут программы, направления, мероприятия. Уже 8-й год подряд в стенах научно-исследовательского института имени Чаха Охриева проводится семинар, в рамках которого сотрудники ведомства обсуждают перспективы развития республики. В этом году программа семинара потерпела большие изменения. Если раньше темы докладов касались исторических и политических тем, то сегодня речь шла о развитии социально-экономического потенциала региона. Республика стабильно, в прогрессивном порядке идет вперед. Развиваются отрасли различные, открываются новые учебные заведения, промышленные предприятия. Поэтому об этом всем надо рассказывать, это все надо доводить. Смело можно говорить, что наша республика сейчас на подъеме во всех сферах, будь то образование, сельское хозяйство или строительство. И здесь новатором и главным реализатором всех намеченных идей и самых смелых проектов является лидер субъекта. Это в своем докладе отметила Лейла Арбханова. Ведущий сотрудник научного института проанализировала 9 из 10 посланий главы Ингушетии. Наиболее важными событиями с исторической точки зрения, отмеченными в посланиях, как имевшие место в текущем периоде, это 20-летие и 25-летие восстановления государственности ингушского народа, посещение региона главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной, принятие республики эстафеты Олимпийского огня, 70-летие депортации, 20-летие и 25-летие Конституции Ингушетии, 70-летие победы в Великой Отечественной войне, 245-летие вхождения Ингушетии в состав России и опразднование в 2020 году 250-летия единения Ингушетии с Россией. Если в 2009 году в республике было 63 тысячи безработных, то к 2014 эта цифра снизилась в 2 раза. В 2017 показатель безработицы в Ингушетии составил 27%. Одним из основных способов вывода региона из кризисного состояния и развития экономического роста республики стали федерально-целевые программы. Это в своем докладе и отметила приглашенная гостья Марина Кадзоева. За данный период реализован ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе в 2017 году при поддержке Федерального фонда развития промышленности реализован инвестиционный проект «Завод по производству алюминиевых радиаторов», который сегодня производит конкурентоспособную продукцию. На сегодняшний день рабочие места 79 человек, но если завод будет работать на полную мощность, то количество рабочих мест должно составлять около 100 единиц. 4 июня 1992 года – важная дата в истории ингушского народа. Этот день стал новым этапом исторического развития, дав мощный толчок в сфере экономики, культуры и образования субъекта. И этот семинар – лишний повод напомнить всем участникам, что с каждым годом развитие нашей республики идет только вперед. Дана Плиева, Тимур Карахоев, Новости 24.
Надвигается профессиональный праздник детства. К нему готовятся все, кто младше 16. Планируют целый список интересных развлечений. По максимуму используют свои навыки в создании поделок, рисунков. Все это можно будет продемонстрировать непосредственно 1 июня, в День защиты детей. В коррекционной школе в селении Нижние Чулуки детей, кстати, учат по специальной методике. Образовательную программу дополнили и трудовым обучением. Как с ней справляются особенные детки, расскажет Ната Ивлоева. У этих особенных детей не только золотые руки, но и сердца. Маленькими пальчиками Амина Индиева пытается смастерить цветок. Для кого пока говорить не хочет, секрет. В коррекционной школе она учится уже несколько лет. За время учебы научилась бисероплетению, вышиванию и даже работать с гипсом. Девочка рассказывает, что ее преподаватель для нее как вторая мама. Наша преподавательница отлично это показывает, объясняет. Мы понимаем, и иногда, и когда мы не понимаем, она объясняет снова и снова. В коррекционной школе ребята пытаются научиться быть самостоятельными. Здесь преподаватели учат детей не только читать и писать, но и обучают их различным ремеслам, таким как гончарное дело, изобразительное искусство, бисероплетение, чтобы каждый из них смог в дальнейшем заработать себе на кусок хлеба и ни от кого не зависеть. И тут невозможно одно делать без других. Всегда вот ради этих детей, ради развития этих детей. Вы знаете, очень интересно, да, трудно, но очень интересно. И когда ты видишь, что ребенок хоть чуть-чуть изменился, когда ты слышишь от него новое слово, это неоценимо. Это стоит всех благ мира, мне кажется. Их не считают здесь особенными и не пытаются, как говорится, адаптировать. Напротив, учителя подстраиваются под них сами. Каждый из этих детей здесь по-своему талантлив, а задача педагогов – раскрыть этот талант. К примеру, Марьям Гитагазовой, преподавателю кружковых занятий, это удалось. Все подделки на полках ученики смастерили сами. Каждая работа, рассказывает Марьям, уникальна по-своему. У них свои идеи, у них свои... Те изделия, которые мы делаем, да, вот из бисера, из этого. В основном дети сами подают идеи. Что мы будем делать сегодня, какими изделиями будем заниматься. Мне нравятся их идеи, мне нравится тому, что они стремятся, к чему они стремятся. А вот Ислам Булгучев – активист. Он участвует практически во всех мероприятиях и конкурсах, не только которые проводятся в школе, но и за ее пределами. Помимо того, он еще увлекается спортом, а именно вольной борьбой. Да, занимаюсь, например, именно этим роком. Меня Алханова поддерживает очень. И благодаря ему я стремлюсь стать еще большим. В этой школе разработана специальная методика развития детей. Еще недавно многие из этих ребят не умели даже застегивать пуговицы, но уже сегодня каждый из них интеллектуально прогрессирует. И это неудивительно, ведь здесь работают профессионалы. Учебный план выстроен с учетом их психофизических возможностей. То есть ориентир у нас идет под каждого ребенка. Выстраивается индивидуальный маршрут развития ребенка, индивидуальная программа развития этого ребенка. Планирование у нас идет образовательные программы, это адаптивные образовательные программы, адаптированные, они под также психофизические возможности каждой группы, каждого класса детей. В этой особой школе ребята получают не только образование, но и заботу и внимание, которое им необходимо. А цветы, как оказалось, ребята смастерили для нашей телерадиокомпании. Девушку надо первую пускать. Амина, подойди. Какая красота. Надо красиво. Цветы красивые. Ната Ивлоева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Поправки в Воздушный кодекс России, позволяющие пассажирам получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса, вступают в силу. Теперь за задержку рейса установлена максимальная ответственность авиакомпании перед пассажирами в размере около 360 тысяч рублей. До этого дня эта сумма составляла максимально 25 рублей за час задержки. Кроме того, расширена возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику. Если раньше это можно было сделать только по месту регистрации на авиакомпании, то после присоединения к конвенции подать иск можно будет и по месту жительства пассажира. До воскресенья максимальный размер компенсации за утерянный багаж составлял 600 рублей за каждый килограмм пропажи. Теперь максимальная общая компенсация может достичь 90 тысяч рублей.
На стадионе лицея номер 1 Назрани стартовал республиканский турнир по футболу «Кожаный мяч» среди дворовых команд в 2 возрастных категориях. Организатором выступил комитет по делам молодежи Ингушетии. В зрелищном противостоянии между собой сошлись более 22 футбольных команд со всей республики. Микаил Тангиев расскажет подробно. Первыми на поле выбегают игроки команды из Карбулака и Троицка. Обе команды играют на хорошем уровне, и никто не намерен сдаваться. Но спустя время футболисты из Троицкого почувствовали ход игры, и мячи один за другим полетели в ворота противоположной команды. В итоге счет 2-0 в пользу футболистов из Троицка. Одним из ключевых игроков этого матча стал вратарь команды. Ему удалось отразить несколько прямых ударов соперников в створ ворот. И по его словам, это все благодаря интенсивным тренировкам. У нас на тренировках защитники, полузащитники и нападающие тренируются отдельно. И у нас есть отдельный тренер для вратаря. У нас есть еще 3 вратаря, мы занимаемся с ними. Если пропускаешь позорный гол, то это становится как-то стыдно перед людьми и перед своей командой. Ну а следующими на поле выходят команды из Малгобека и Назрани. С первых секунд встречи малгобекчане показывают довольно зрелищную игру. Сразу видно, что командная игра этих футболистов на высоком уровне. Также поражает их техника владения мячом. Первая половина матча складывается для ребят удачно, и они забивают гол. Но расслабляться еще рано. В перерыве тренер дает пару наставлений своим подопечным на следующий тайм. И рекомендации от наставника не прошли даром. Буквально сразу выйдя на поле, футболисты в зеленой форме забивают второй мяч. Ну а спустя пару минут закрепляют свой успех 3-м голом. Со счетом 3-0 команда из Малгобека проходит дальше. Как отмечает их тренер, к турниру они готовились основательно. К этому турниру мы уже готовимся год как. В прошлом году мы участвовали в финальном этапе в Ейске. И, к сожалению, мы проиграли, не смогли выиграть. И с тех пор мы готовимся к этому турниру, хотя опять поехать на финальную часть, выиграв республику. Турнир проходит по олимпийской системе. В каждой команде играют по 10 игроков. Всего же матч длится 30 минут. Главный судья чемпионата поделился своим впечатлением от команд. Идеально подготовлены, дисциплина выше, никаких перереканий друг друга. Бывает там подкаты, грубая игра. Извините, вышло так друг друга поддерживать. Все идеально вроде. Турнир «Кожаный мяч» среди дворовых команд проводится ежегодно. Организаторы соревнований считают, что проводя как можно больше таких состязаний, можно приобщить молодежь к активному образу жизни. Мы приучаем их к здоровому образу жизни. По нам лучше они проведут 2 часа на площадке, будут заниматься футболом, чем где-то на подворотнях находиться. Поэтому мы прививаем нынешнему подрастающему поколению здорового образа жизни. И плюс к нему мы им даем понять, что их действия, как они играют, как они себя покажут, это не просто будет, мы посмотрим и увидим, а также их и наградим, что тоже является стимулом. Организаторы чемпионата подготовили ценные призы и награды для победителей, а именно кубки за 1-е, 2-е и 3-е места. Более того, наиболее отличившиеся спортсмены смогут принять участие на всероссийских этапах турнира «Кожаный мяч», которые пройдут в Смоленске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Микаил Тангиев, Рахман Суров, Новости 24. Сегодня Федеральному агентству по делам молодежи исполняется 10 лет. За это время Росмолодежь провела несколько тысяч мероприятий, которым молодые люди проявили неподдельный интерес. Образовательные форумы, лекции, творческие встречи, спортивные мероприятия – это лишь малая часть того, что стало доступным благодаря активной работе. В свой день рождения Федеральное агентство запустили флешмоб в соцсетях, где под юбилейным постом необходимо в комментариях рассказать свою историю, которая связана с Росмолодежью. Возможно, кто-то получил работу мечты, смог найти компаньонов для построения бизнеса или же реализовал свой проект. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.